Встреча с депутатским корпусом внесла некую ясность в актуальную проблему, отметил Дмитрий Акуца в начале своего выступления. Он рассказал о результатах утренней встречи в парламенте и напомнил, что по теме нелегальных гидов туристическое сообщество уже проводило встречу на площадке Общественной палаты в прошлом году. И я думаю, это все снимет напряженность в том числе. Ну а гиды-нелегалы, которые приезжают на территорию Абхазии, я считаю, и наше сообщество, которое представляю, и вообще туристическое сообщество нашей туриндустрии считает, они должны работать в рамках закона и в сопровождении экскурсоводов абхазских, которые полноценно будут доносить информацию, знакомиться с нашей страной, потому что мы все знаем, что они рассказывают об Абхазии. Это никому не секрет, и вы еще из прошлой встречи, я помню, были знакомы с этим всем. А так как работа экскурсовода часто недооценивается, могу добавить следующее. Это идеологическая работа, это работа и просветительского характера. И мы, экскурсоводы, это те люди, с которыми, по сути, многие туристы видятся и прощаются. Они не взаимодействуют с другими. Это если однодневные экскурсии в Абхазию. Линда Ампара сказала, что деятельность по выявлению нелегальных гидов в 2024 году проводилась при сотрудничестве со службой госбезопасности и МВД, и это принесло значительный результат. Но именно это и привело к обострению ситуации. То есть работа шла хорошо. Нелегальные гиды почувствовали, что не получится уже уклоняться от этого всего. И, соответственно, 24 апреля иностранные так называемые гиды, почему я говорю так называемые, потому что они на территории Российской Федерации не являются легальными гидами, они организовали несанкционированный митинг, в котором нелегалы, вот цитирую прям дословно, столкнулись, они утверждают, что они столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны органов власти Абхазии и попросили откликнуться абхазскую общественность, так как граждане Абхазии и Сочи забирают их туристов, и им не хотелось бы идти по тропе войны, ну и так далее. То есть что мы хотим отметить? Согласованная работа по закону, вот она была, вот такие инсинуации, конечно же, не являются правдой. Здесь, естественно, мы всегда рады конструктивному разговору, диалогу, правильному, с правильной подачей. Но вот подобного рода разговоры, конечно же, не принимает никто. Это не является правдой. Наши органы государственной власти, наше Министерство туризма руководствовалось букве закона. Надо отметить, что сейчас обсуждается возможность решения вопроса исключительно с теми российскими гидами, которые возят группы до 9 человек. По мнению Аляса Эзукба, неважно, о каком количестве туристов идет речь. И 9, и 10, и 15, и 50, то есть без разницы, что без градации, потому что, во-первых, проверять очень сложно, во-вторых, экскурсионная деятельность в малых группах, наоборот, должна больше контролироваться, потому что большие группы экскурсионные, они всегда на виду, а малые группы ты не знаешь, где они появятся, и чаще всего проблемы возникают именно с малыми группами, в том числе, и мы считаем, что без разницы, какое бы количество, по крайней мере, было такое мнение, что разве нужно, допустим, до 9 мест, нужно ли в машине иметь экскурсовода? Мы считаем, что нужно, без разницы какое количество, если это экскурсионная деятельность. Если здесь немного оппонировали, она может быть трансферная деятельность. Здесь другой вопрос возникает. По соглашению межправительственному, там четко написано, что трансферная деятельность, она осуществляется определенными перевозчиками международными от пункта А до пункта Б. Экскурсионная деятельность, где останавливаешься ты постоянно на локациях туристических, не может подходить под категорию трансферной перевозки. Анна Калягина отметила, что гиды, которые нелегально ведут экскурсии на территории Абхазии, в своем большинстве нелегалы и на территории Российской Федерации. Там у них тоже нет никакого права на экскурсионную деятельность. Это все, я думаю, что надо регулировать. И, наверное, хочу еще сказать, что
По большому счету, в принципе, в этой сфере регулировать нужно, и нужно, опять же, нам информировать. То есть почему у нас сейчас такой возник вопрос остро? Потому что нас на той стороне не понимают. С кем бы я ни разговаривала из бизнеса, ну, не все, конечно, есть туристические компании в Сочи, которые нас поддерживают, они с нами, они понимают, что это все нужно делать легально и правильно. Я с кем разговаривала, это были и чиновники, это были и люди обычные в туризме, которые задействованы. Когда им начинаешь рассказывать, чего мы опасаемся, что у нас здесь происходит, и чего мы как бы не хотим, чтобы происходило в нашей стране, да, то есть мы готовы сотрудничать, как коллеги сказали, но надо это все регулировать и донести информацию нашу, как бы нашу истину, нашу правду, почему именно так, почему мы возмущаемся. Потому что мы кого-то не любим или не хотим, а просто потому что мы хотим, чтобы это все было правильно. Представители Министерства туризма, в свою очередь, отметили, что работают исключительно в рамках абхазского законодательства. Рейды по выявлению нелегалов не отменены, а поставлены на паузу, пока не будет внесена ясность в эту ситуацию. По словам Кристины Лакербая, Министерство туризма не один год ведет работу по решению проблемы с нелегальными гидами. И мы выходили на компромиссное решение, мы встречались с представителями тех же нелегалов, которые приходили и спрашивали, а как нам быть, как нам легализоваться. То есть есть некоторые лица, которые сегодня согласны легализоваться, и уже есть кто легализован и получает как бы на основании сотрудничества с нашими местными туроператорами, они работают. То есть они предоставляют все Работают гидами? Нет, они, вот смотрите, получается такая ситуация, что мы можем предоставить им возможность трудоустройства нашего гида, и плюс предоставляем любого туроператора, который имеет лицензию на право деятельности, заключение договора. На основании этого договора они имеют право работать. Да, естественно, мы обязываем их сажать в данный маршрут, а экскурсионный маршрут это не то, что перевозка, да, это заранее запланированная схема маршрута, где есть определенные остановки, да, время проведения и так далее. Справедливости ради говорили представители туристической сферы и о том, что за последние годы удалось вывести из тени и легализовать также множество абхазских экскурсоводов. Среди них в основном молодые люди. Мы просим нас защитить вот в этой конкурентной борьбе, нам на самом деле необходимо защита. Тут нет никакого диалога относительно противостояния. Мы просим о защите, причем во всех сферах. Мы вот, начиная от кабинета министров, заканчивая президентом, Министерством по туризму, спасибо им огромное, потому что за последние 2 года мы вот добились того, о чем говорят. Поверьте, это очень важно. Я знаю множество ребят, которые работают вот на минивенах, и они подтвердят. Многие из них, кто помимо трансфера занимался экскурсионной деятельностью, они пошли, получили аттестацию, они работают официально, они делают ИП, осуществляют экскурсии на легальной основе. Это очень важно, и процент их не маленький. Если будет интересно, можно, наверное, эти цифры найти и как-то озвучить в любом случае. Вот это очень важно. Мы просим рынок наш защитить. Вице-премьер Кристина Озган отметила, что действительно у российской стороны есть предложение рассмотреть возможность легализации гидов, перевозящих экскурсионные группы до 9 человек. Но как это сделать – предмет обсуждения исключительно с абхазским профессиональным сообществом. Да, изначально, значит, в качестве возможного решения вопроса рассматривался или предлагался, значит, проект, значит, который предусматривал бы внесение изменений. Проект, я не говорю, это не бумажный документ, это как предложение. Учитывая, что правительство республики, руководство в целом рассматривает данный вопрос не в контексте изменений законодательства Республики Абхазия, такая норма может быть отрегулирована международным договором, который должен быть ратифицирован в парламенте. В данном случае речь идет об урегулировании как раз-таки деятельности таких, значит, предпринимателей на территории Республики Абхазия. Правила, условия, соответственно, должны вытекать из такой нормы международного договора. На данном этапе пока никаких даже концептуальных подходов к формированию такого проекта нет. Как раз речь заключается в том, что мы совместно с Министерством туризма и непосредственно профессиональным сообществом должны выработать такие механизмы или сможем выработать такие механизмы, которые бы в первую очередь
защищали интересы наших граждан, но, соответственно, и отрегулировали бы данный вопрос. Сейчас никакие изменения в закон о туристской деятельности не разрабатываются исполнительной властью для представления в парламент, сообщил помощник премьер-министра Дмитрий Шамба. Он считает резонным прямые консультации между представителями профессионального сообщества Абхазии и России. А чтобы обсудить и другие проблемы, другие вопросы, которые возникают. Вопросы же возникают не только у гидов, вопросы возникают у тех, кто занимается перевозками, вопросы и в других сферах, в других направлениях данной сферы. И предложение, чтобы выработало профессиональное сообщество, наш уполномоченный орган в лице Министерства туризма и порядок подписания, выработка этих предложений, он установлен законом о международных договорах. Минуя все эти инстанции, минуя общественное обсуждение, никто не планирует какие-либо документы подписывать или разрабатывать. Это процедурно невозможно. Более того, отмечу, что недавно парламентом были еще внесены изменения в закон о международных договорах. То есть, если ранее по закону о международных договорах только после подписания на ратификацию вносились международные соглашения, то сейчас исполнительная власть обязана до принятия решения о подписании самого соглашения заблаговременно направить в парламент. Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поблагодарила всех участников встречи и выразила надежду, что вопрос будет решен в интересах абхазских граждан и индустрии. И эти проблемы, как бы тут вы подчеркнули, Общественная палата, ваши рекомендации с пожеланиями от Общественной палаты были, конечно, направлены в соответствующие органы. Я думаю, что вопрос не исчерпан. И то, что вы сегодня здесь говорили, то, что озвучивала Кристина Константиновна, это внутренние вопросы. Вы можете действительно не раз еще встретиться и обсудить. Это в ваших интересах. И с точки соприкосновения, как я сейчас здесь вижу, есть, слава Богу, и понимание есть со стороны руководства страны, тем более и министерства, и сообщества. Все те рекомендации, которые вы вносите и сейчас будет, и здесь были озвучены, я думаю, это учтется, и все совместно в интересах нашей страны, в интересах поднятия нашего имиджа. Это очень важно, потому что наша история, она древняя история. Ее с морально-этической стороны тоже, когда экскурсовед аттестован и действительно преподносит свою историю так, как это надо. В свою очередь, представители профессионального туристического сообщества еще раз перечислили свои разработанные предложения. Скорее всего, предстоит не одна встреча до окончательного решения проблемы. Элеонора Гилаян, Тимур Гугохия, Абаза ТВ.